الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. О рабы Аллаха, о верующие! Текут дни, текут недели, текут месяцы, и текут годы, а вместе с ними утекает наша с вами жизнь. Дни стирают месяцы, месяцы стирают годы, а годы стирают жизнь. И в этом назидание для человека, чье сердце раскрыл Всевышний Аллах для назидания. Мы видим с вами, когда рождается луна, она сначала слабая и тонкая, потом она начинает набирать силу, потом наступает полнолуние, она становится полной и сильной, а затем она снова движется к слабости, пока вовсе не исчезает. Вот это назидание для нас с вами. Вот так же и жизнь наша истечет, пройдет очень быстро. И это назидание для человека, чтобы он сейчас вовремя свою душу начал спасать, не откладывая. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюхаллазина аману аттакуллах, валь танзур нафсун ма каддамат лигадин ваттакуллах». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она уготовила себе на завтра. Бойтесь Аллаха, потому что Аллах ведающий о том, что вы совершаете. Пусть душа посмотрит, что уготовила себе на завтра, говорит Всевышний Аллах. Под завтра подразумевается что? Вечная жизнь, последняя жизнь. Почему Аллах называет ее словом «завтра»? Тем самым Он тебе указывает на то, что это очень близко. Ты не думай, что это далеко. Оно движется очень быстро и неумолимо навстречу к тебе, каждому из нас. Это твоя вечная жизнь. И вот по этому поводу, с призывом сейчас образумиться и начать спасать свою душу и призывать ее к отчету сейчас, с этим призывом обращались к людям 4 самых лучших людей в этой умме, в умме Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Это 4 праведных халифа: Абу Бакр, Умар, Усман и Али, ради Аллаху анхум, пусть будет доволен Аллах ими, пусть будет доволен всеми сподвижниками. Они произнесли эти слова увещевания по этому поводу в своих хутбах, очень действенных хутбах. Сказал Абу Бакр, ради Аллаху та'аля анху, обращаясь к людям во время хутбы: «Амма ба'д усийкум битаква Аллах», а затем я заповедую вам бояться Аллаха и восхвалять Аллаха так, как Он этого достоин. И чтобы вы вместе смешали, чтобы было у вас и стремление к Аллаху, надежда, и страх перед Аллахом, и чтобы вы сосредоточенно, настойчиво просили Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах похвалил за это Закарию и его семью, сказав: «Иннахум кану юсари'уна фил хайрат». وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Поистине они стремились, спешили к совершению благого и взывали к нам с надеждой, с чаянием, со стремлением и со страхом, и были перед нами смиренны. А затем сказал Абу Бакр: ثُمَّ عَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ارْتَهَنَ بِحَقِّهِ أَنفُسَكُمْ وَأَخَذَ عَلَى ذَلِكُمْ مَوَاثِيقَكُمْ فَاشْتَرَى مِنكُمُ الْقَلِيلَ الْفَانِي биль-касир иль-баки. А затем знайте, о рабы Аллаха, что Аллах сделал ваши души залогом в обмен на соблюдение Его права. И Аллах взял с вас за это завет, что вы будете соблюдать Его право, поклоняться Ему. И Он купил у вас вот это вот малое, тленное, то есть не вечное, не долговечное, купил это малое, недолговечное за многое и вечное. То есть вот эту свою жизнь ты посвяти Аллаху, короткую, недолговечную, получишь в обмен многое и вечное от Аллаха Субхану ва Тааля, вечной жизни. А затем сказал Абу Бакр: «Вахаза китабуллахи фикум ла тафна аджайбу». Вот среди вас эта книга Аллаха. Чудеса ее не истекают, и свет ее не гасим. Верьте Его Слову. Берите назидание из Него, из книги Его. Берите свет от нее, от этой книги, для дня мрака, когда будет мрак.
«Иннама халакакум ли ибадати». Поистине Аллах создал вас только для поклонения Ему и представил к вам благородных песцов, то есть ангелов, записывающих ваши деяния, которые знают, что вы совершаете. А затем знаете, о рабы Аллаха, что вы уходите утром и возвращаетесь вечером, находясь в рамках отведенного вам жизненного срока, знать который вам не дано. И если вы сможете сделать так, чтобы ваш срок закончился так, что в это время вы пребываете в служении Аллаху, то сделайте это. Но вы не сможете сделать это без помощи Аллаха. И спешите использовать предоставленную вам отсрочку перед тем, как закончится отведенный вам срок, и обратит вас Аллах потом к вашим скверным деяниям. Поистине есть люди, говорит Абу Бакр, которые отдали свои сроки, которые им дал Аллах, для чего-то другого, и забыли свои души. То есть не использовали это для спасения своих душ. Вы не будьте подобными им. Фаль-вахаль ваха сумман наджан наджа. Спешите, спешите, и тогда будет спасение, спасение. Потому что позади вас есть то, что не переставая преследует вас и движется быстро. То есть смерть. Смерть, она не переставая преследует тебя, и она движется очень быстро. А Умар ибн аль-Хаттаб сказал в своей хутбе, ради Аллаху та'аля ан: призывайте себя к отчету до того, как вас призовут к отчету. Взвешивайте себя до того, как вас взвесят. Украшайтесь для дня предстояния перед Аллахом. В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не будет сокрытой. А Усман, ради Аллаху та'аля ан, он сказал: о сын Адама, знай, что ангел смерти, которому ты поручен, он все время ходит за тобой. Он идет к другим в течение всего твоего срока, пока ты здесь в этом мире. Но как будто бы он шагает через других к тебе. Шагая через других, он направляется к тебе. Целью его являешься ты. Поэтому будь начеку и будь готов к встрече с ним. Потому что если ты пренебрегаешь, то он не пренебрегает. Ты, может быть, пренебрегаешь им, в беспечности находишься, но он не в беспечности в отношении тебя. А в другой своей хутбе, это была прощальная хутба Усмана ибн Аффана, ради Аллаху та'аля ан. Последняя хутба, которую он произнес в джамаате, он сказал: поистине Аллах дал вам земную жизнь для того, чтобы вы посредством нее искали жизнь вечную. И не дал вам земную жизнь для того, чтобы вы склонились к ней и предались ей, и опирались на нее. «Иннама ад-дунья тафна, валь-ахирату табка». Поистине земная жизнь бренна, исчезающая. А последняя жизнь, она вечная, так пусть не испортит вас земная жизнь. Пусть она не отвлечет вас от вечной жизни. Отдайте предпочтение тому, что вечно, перед тем, что тленно, потому что это земная жизнь пресекающаяся. А путь ваш и возвращение ваше к Аллаху Субхану ва Тааля, и бойтесь Аллаха, ибо богобоязненность – это щит от наказания Аллаха, это то, что приближает к Аллаху. И остерегайтесь того, что Аллах изменит к вам свое отношение. Остерегайтесь перемены отношения Аллаха к вам. И затем он сказал: «Вальзаму джамаатакум валя тасиру ахзаба». И придерживайтесь единой общины, и не становитесь хизбами, не становитесь партиями, не делитесь на партии. Это завет Усмана, ради Аллаху та'аля ан. И, наконец, завет Али, ради Аллаху та'аля ан, который он произнес в своей хутбе. Он сказал: «Я юханнас, инна ахвафа ма ахафу алейкум тулул амаль ваттибауль хава». О люди, самое страшное, чего я боюсь в отношении вас, это далекие надежды, далекие планы и следование за собственными желаниями, за собственными страстями. Потому что далекие надежды в этом мире, далекие планы в этом мире, они заставляют забыть тебя вечную жизнь. А потакание своим желаниям, страстям, следование за ними сбивает тебя с пути истины. И потом он сказал: поистине земная жизнь повернулась и уходит прочь. А вечная жизнь, она движется навстречу. И у каждой из этих жизней есть свои сыны. «Факуну мин абна иль ахира
وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Так будьте же из сынов вечной жизни, и не будьте из сынов земной жизни. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلْ. Ибо сегодня деяния, и нет расчета, а завтра будет только расчет, и уже не будет деяний. Вот такие великие заветы у рабы Аллаха произнесли в своих хутбах самые лучшие из четырех, самые лучшие 4 человека в этой умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому каждый человек, который хочет себе счастья, он должен сейчас призвать себя к отчету, перед тем, как призовет его к расчету Всевышний Аллах, и взвешивать сейчас свои деяния, перед тем, как он предстанет перед своим владыкой.